Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии был основан 27 мая 1993 года. Тогда музей расположился в полуаварийном здании, которое досталось в наследство от Дома культуры Карабулака. Это постройка 1958 года. С момента строительства здесь ни разу не проводили капитальный ремонт здания. К строительным работам приступили в начале мая. Музей нуждается в замене крыши, окон, дверей, а также в укреплении стен и фундамента. Сейчас активно продолжаются кровельные работы. Построены новые перегородки в некоторых залах. Кончили стяжку первую. Вторую сейчас планируем заняться штукатуркой. Особое внимание строители уделят и вентиляционной системе, намерены ее полностью сменить. На какой стадии сейчас работы и нарушаются ли сроки? Ход ремонта проверил министр строительства Микаил Балахоев. Вентиляция обязательно. В первую очередь вентиляция. Здание давно нуждалось в обновлении, подчеркнул Балахоев. Протекающая крыша, трещины в стенах, старая проводка и ряд других проблем скоро останутся в прошлом. Капитальный ремонт проходит в рамках нацпроекта «Культура». Он инициирован президентом страны Владимиром Путиным и реализуется с 2019 года. Федеральный центр на ремонт музея выделил 22 миллиона рублей. Заказчик – Минстрой. Все сроки были просрочены капремонт. Да, своими силами делали, и республика помогала, текущий ремонт, и так называемый и капитальный ремонт. Но они не подходили. Здесь сметную часть и проектную часть все было сделано, подведено, и федеральную субсидию мы получили в этом году. Это трехлетный план у нас. Махмуд Али Макшариевич всегда уделяет, особенно культуре, особое внимание, так как он очень сам любит инструменты, сам на гитаре играет. Это и людям нужно. Без культуры что мы? Мы не люди. В рамках строительных работ в обязанности подрядчика входит и установка новой системы освещения. Это станет самым большим подарком, делятся работники музея. В здании ежегодно проходят сотни выставок как местных, так и приезжих мастеров искусства. И высокую роль в восприятии экспонатов, выявлении их материала, цвета, фактуры и формы играет правильный свет. Уже специалисты работали в этом направлении, свет выбирали, с нами его согласовывали. И мы надеемся, что да, что наш выставочный зал откроет двери уже в новом образе. Музей изобразительных искусств Ингушетии является одним из значимых культурных объектов региона. Насчитывает более 3000 экспонатов разных жанров и направлений, в том числе живопись и графика, предметы декоративно-прикладного искусства. Республиканский Минкульт отметил, проведение здесь капитального ремонта является большим событием для всех жителей региона. Музей у нас во всех мероприятиях участвует, принимает участие. Проводят здесь выставки и федеральные, и региональные музеи приезжают, соответственно, и мы выезжаем в другие регионы. Привлекаем молодежь, детей. Я думаю, что здесь мы сумеем оборудовать ее дополнительно и проводить качественные выставки наших художников. Согласно проекту, строительная компания улучшит состояние дворовой территории. Здесь поменяют брусчатку, покрасят забор, установят новое освещение, лавочки, урны и посадят деревья. За качеством выполнения всех работ ежедневно следит технадзор. Подрядчик, мы используем материал, который вот есть, то, что у нас в проекте. Таких нарушений здесь нету. Капитальный ремонт музея должен завершиться до конца декабря, но подрядчик заявляет, что закончит с опережением сроков. Пока работники музея работают дистанционно и скучают по своим посетителям. Думаю, что и посетители по нам скучают, потому что очень много обращений, звонков. Перспективные планы нашего музея не поменялись, и у нас идет активная работа по подготовкам. Капитальный ремонт существенно улучшит состояние здания, сделает его современным и привлекательным для посетителей, уверен министр строительства. Также Балахоев поделился, какие еще произойдут изменения в культурной сфере региона. В 2023 году по линии Минкульта России республике выделено более 80 миллионов рублей. Из них дополнительные деньги по 9,1 миллиона у нас Бердюрт, Дом культуры уже 100% закончен, оформляется, и Ребикюрт. По линии Минкульта оформляется уже. На Госстройнадзор мы передали документ на получение из вас полностью. Все, мы их в ближайшее время тоже введем, досрочно введем. Хотя до 1 декабря эти объекты у нас.
Министр отметил работу подрядных организаций. Без сложностей не обходится, учитывая положение страны в условиях санкционного давления недружественных стран. Но существенных нарушений и ошибок со стороны строительных компаний нет. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.